Здравствуйте, в эфире программа «Вести интервью». Гость в нашей студии сегодня ректор Чувашского государственного университета, председатель Совета ректоров вузов Чувашии Андрей Юрьевич Александров. Андрей Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Андрей Юрьевич, 5500 выпускников школ Чувашии стоят на пороге новой жизни. Что дальше? Скажите, куда им поступать и на какие специальности? Вообще этот выбор очень сложный, один из сложнейших выборов жизненного пути, но нет ничего страшного. Главное определиться с той сферой, с той отраслью, которая динамично развивается, в которой есть перспектива расти. Я хочу сказать, что в Чувашском госуниверситете в этом году рекордное количество бюджетных мест, их около 2000. Никогда за всю историю вуза такого не было. И вот 15 факультетов, более 200 образовательных программ, они позволяют удовлетворить, наверное, подавляющему большинству абитуриентов свои образовательные запросы. И вот 19 тысяч почти студентов нашего университета это с успехом делает. Я думаю, что, влившись вот в такую дружную большую семью, вы не прогадаете и сделаете очень хорошую карьеру. А много ли сейчас выпускников школ выбирают технические специальности? Ведь как никогда сейчас в нашей стране нужно именно много технических специалистов. И вот как готов Чувашский государственный университет к такому вызову? Профессия инженера становится все более интересной. Сложной, но интересной. С чем это связано? Связано с тем, что очень активно, особенно в последние десятилетия, внедряется в производство, в индустрию цифровые технологии. И теперь вот такая задача для вуза очень амбициозная — подготовить специалиста, инженера, который владеет и знает хорошо не только конструктив, не только так называемое железо, как говорят наши коллеги-производственники, но и начинку устройств, так называемую цифру, чтобы программировать самые сложные системы и устройства. В Чебоксарах у нас выпускается просто широчайшая номенклатура продукции для электротехнической отрасли, для электронной промышленности, для машиностроения. И здесь вот молодой человек, который интересуется техникой, конечно, найдет себя 100%. Я хочу сказать, что 7 факультетов Чувашского госуниверситета готовят инженеров, и количество мест, которое выделено на эти специальности, на эти направления, составляет почти 800. Вот и сами судите, насколько возможности широки. Я думаю, что абсолютно очевидно, стоит об этом подумать. Ну вот, смотрите, по статистике сейчас те, кто планирует поступать на технические специальности, в то же время не хотят сдавать физику. А как же без физики? На самом деле выход есть, и более того, возможностей стало больше. Поступить на технические специальности легче, вот по той простой причине, что сегодня наряду с физикой мы принимаем результаты ЕГЭ и по информатике, и даже по химии. И этому есть свое объяснение. Почему? Потому что ряд технических специальностей и направлений, то есть содержат в своих учебных планах, в своих образовательных программах, в том числе и химию. Потому что эти процессы, физика, химия, различные технологии, которые базируются на вот этих дисциплинах, в общем, они включены в производственный процесс. Вот, поэтому я бы обратил внимание абитуриентов на эти возможности, и не только тех, кто поступает в этом году, тенденция сохранится и в следующие годы. Поэтому, собственно говоря, вариации, которые сегодня есть, они на пользу, безусловно, поступающим. А что насчет гуманитариев? Им также необходимо сдавать определенные экзамены или также можно не принять во внимание, допустим, несдачу истории или литературы? Здесь тоже есть разные варианты. Я хочу просто отметить, что спрос на гуманитарные направления и специальности у абитуриентов остается стабильно высоким. Думаю, что не будет исключением текущий год. Вот возьмем, допустим, юридические, экономические факультеты. Много говорят, что юристы, экономисты никому не нужны. И вы наверняка об этом слышали. Я скажу, что это не так. Спрос на них достаточно высокий. Другое дело, что вот мы, университеты, должны готовить ребят, которые обладают не только классическими компетенциями, которые были востребованы всегда, знания, основ экономики или основ права, безусловно, не только это. Сегодня речь идет, опять же, о той пресловутой цифре. Вот на юридическом факультете мы создали
лабораторию цифровой юриспруденции, которая, собственно говоря, очень сильно нам помогла, это было накануне пандемии, создать тот контент, онлайн, цифровой контент, который, в общем-то, и выручил и спас нас. Был организован онлайн зал судебных заседаний, впервые, это редкость для вузов России, и ребята смогли не только теорию проходить посредством онлайн-курсов, но и моделировать вот свою практическую деятельность. Хочу сказать, что очень тесное взаимодействие у нас с правоохранительными органами, с адвокатской палатой, с другими институтами гражданского общества. Если говорить об экономическом факультете, тоже факультет очень крупный, более 2000 студентов. И надо сказать, что много сделано для того, чтобы процесс был современным, отвечал нынешним вызовам. Ну, например, организована вместе со Сбером лаборатория компетенции будущего. Ну, например, мы открыли бизнес-инкубатор, и он стал такой точкой притяжения тех, кто видит себя в будущем индивидуальным предпринимателем, организатором бизнеса. Конечно, это точка кипения, пространство целое, где, опять же, происходит такая некая коллаборация тех, кто интересуется самыми прорывными технологиями в экономике, в бизнесе. Вот. Если говорить о таком очень интересном, перспективном, вот особенно для нашей республики, как и в целом в стране, направлении как туризм, то обращу внимание, что в этом году там 40 бюджетных мест. В прошлом году было несколько меньше, 40 бюджетных мест, которые позволят ребятам достаточно успешно получить вот эту профессию, очень востребованную в современном мире. Если уж вы заговорили о медфаке, хотя он не гуманитарного направления профиля факультет, он самый большой в университете, более 5000 студентов. И если говорить о качестве подготовки, могу сказать, что сама структура факультета нами устроена так, что большинство кафедр находится на клинических базах, в наших больницах, причем ведущих в стране. Кто не знает, Федеральный центр ортопедии, да, травматологии, эндопротезирования. Пожалуйста, главный врач наш, заведующий кафедрой. Перинатальный центр, МНТК микрохирургии глаза, ГКБ-1 и прочие славные клиники, которые известны по всей стране. Вот везде есть свои базы, свои площади, свои кабинеты, свои лаборатории. Кроме того, очень большую известность получил хирургический кружок, который обеспечивает победы наших студентов на самом высоком уровне. Мы ежегодно становимся победителями, призерами и в личном, и в командном первенстве таких, скажем, топовых олимпиад, которые проходят в Петербурге, в Москве. И это, мы считаем, большое достижение, очень хорошая традиция. Что важно, наставниками ребят являются молодые доценты, которые были сами вчера студентами университета. Можно сказать, что Чувашский государственный университет — это не просто классический вуз со множеством факультетов, специальностей, это вот прям современный университет. А какие есть новости для абитуриентов 2022 года? Во-первых, хорошая новость, что мы расширяем количество образовательных программ. Например, в прошлом учебном году мы открыли новые для себя программы, магистратуры по машиностроению, магистратуры по химической технологии. Есть еще ряд программ педобразования с разными профилями. И вот эту работу по расширению возможностей для тех, кто учится на бакалавриате, либо кто поступает впервые, мы не собираемся останавливать. И программы СПО, думаю, будут интересны для тех, кто еще даже не завершил 11 классов. Кроме того, таким большим шагом модернизации образовательных программ стало открытие с 1 сентября 2022 года 2 новых магистратур по искусственному интеллекту. Одна магистратура на факультете информатики и вычислительной техники, вторая на экономическом факультете. И в нашей республике это впервые. Причем это сетевая программа, в нашем случае с Ульяновским государственным техническим университетом и рядом других ведущих университетов нашей страны. Андрей Юрьевич, скажите, а возвращается ли целевое образование? Мы от него не отказывались. То есть, по сути, мы продолжаем и наращиваем темпы просто. Сегодня в университете обучаются 900 с хвостиком целевиков. В этом году мы ожидаем, что их будет 400-500, добавится к тому, что есть.
Это очень интересная форма. Я обращаю внимание вот ребят, родителей на то, что этим инструментом целевого обучения можно воспользоваться, и он имеет свои преимущества. Ну, например, конечно, гарантированное трудоустройство. Ведь заказчиком выступает какое-либо предприятие, какая-то организация. Вот, управляет этим процессом профильное министерство. Ну, если говорить о медиках, к примеру, то это Министерство здравоохранения Чувашской Республики, куда нужно обратиться, чтобы заключить договор на целевое обучение, на целевой прием. Кроме того, стипендия ежемесячная, дополнительная ко всему, что дает университет, что дает государство. Это тоже немаловажно для наших домохозяйств. Конечно, это стажировки, которые устраивает заказчик, сопровождение, наставничество. Я думаю, это дорогого стоит, и, по-моему, мы в этом случае на верном пути. Ни для кого не секрет, что качество образования в Чувашском госуниверситете высокое. Студенты не раз доказывали это и становились победителями различных конкурсов, конференций, олимпиад. Да, это такой маркер, индикатор качества подготовки. Я вот уже некоторые примеры привел по нашему кружку хирургическому. Замечу, что сборная университета по теории механизмов и машин, ну, лидер в течение последних 17 лет различных всероссийских соревнований и зарубежных турниров, ну, допустим, Китай, Испания тому свидетельство. Я могу сказать, что робототехника — это очень популярное направление сегодня, и много детей, студентов просто неподдельный интерес выражает к этому направлению. Так вот, у нас компетенция по робототехнике очень сильная. Мало того, что работает кружок студии для студентов, но мы занимаемся и младшими школьниками. И вот результат. Допустим, мы заняли 7-е место в чемпионате по робототехнике среди студентов в Нью-Дели, Индия, пройдя отбор в Иннополисе, то есть заняв 1-е место в одной из номинаций во всероссийском турнире. Вот это ли не показатель качества? Ну, кроме того, есть экосистема, которая формирует это качество. 13 студенческих конструкторских бюро, к примеру. Есть студии, которые ведут совместно с преподавателями наши работодатели, наши партнеры. Ну, допустим, Малая электротехническая академия. Есть ректорское тестирование, которое проводится ежегодно и которым подвергается 1000 студентов, и мы определяем пробелы, успехи, где нужно подтянуть и прибавить. Кроме того, уже не 1-й год мы участвуем в интернет-экзамене федеральном бакалавров. Более половины ребят, которые в этом году, в 22-м, проходили такое тестирование, получили 11 сертификатов: золотой, серебряный или бронзовый. А 3 вот из участников стали в своих предметных областях лучшими в стране. Это правда очень интересно, но сейчас поговорим о болонской системе образования, точнее об отказе от нее. Андрей Юрьевич, скажите, не повлияет ли отказ на качество образования в Чувашском госуниверситете? Что такое болонская система? Давайте вот 2 слова я скажу, и мы разберемся. На самом деле это некий свод правил, каких-то идей, принципов, подходов, которые были закреплены там, примерно 20 лет назад. Россия присоединилась в определенной части к этому процессу, ну, взяв на вооружение уровневую систему, вот бакалавриат и магистратура. И очень хорошо, что мы сохранили и наряду с этим форматом организации процесса и специалитет. Для справки, вот в Чувашском госуниверситете сегодня более половины студентов обучается на программах специалитета. Это 5- и 6-летние программы. Если вы скажете, что это медфак, нет. Это и строительство уникальных зданий и сооружений, строительный факультет. Это комплексная информационная безопасность, факультет информатики и вычислительной техники. Я могу привести и другие примеры. То есть сегодня никакой катастрофы в этом плане не произошло. Я не думаю, что качество образования как-то пошатнется в худшую сторону. Более того, вот скажу абитуриентам и родителям, что ни в этом году, ни в следующем, поскольку контрольные цифры приема университета уже выделены на следующий год, вот эти правила меняться не будут. Это правильно. Почему? Потому что любые преобразования, реформы в образовании должны проводиться взвешенно, размеренно,
разумно, и мы на этом стоим. Что касается вопроса, сохранится бакалавриат и магистратура, я думаю, да. Сегодня высказываются разные мнения, но все-таки такие направления, как исследовательская магистратура, технологическая магистратура, ну, просто с разным соотношением специалитета и магистерской части, они, вот, на мой взгляд, имеют право на существование. И все хорошее из того, что мы последние 20 лет переняли из-за рубежа, и те традиции советской школы, ну, вот в инженерном образовании, в медицине, мы, конечно, должны сохранить. Это фундаментальность как база, это вариативность как новые веяния. Поэтому не стоит по этому поводу сильно переживать. Вот мы с вами беседуем, и на протяжении всего нашего разговора меня не покидает желание снова поступить в университет, а точнее в Чувашский государственный университет. В чем же дело? У нас самому старшему студенту за 60. Вот, правда, он учится по заочной форме обучения. Другое дело, что из 14 лет теперь можно поступать в университет. Вот прошлый 2021 год, он стал таковым. Ребята после 9 класса, после 11 класса пришли к нам на программу СПО по экономике. И они пользуются всем комплексом прав, которым обладает наш студент, обучающийся на программах высшего образования. С этого года к экономике присоединяются СПОшники по специальности права. Вот поэтому обращаю внимание на то, что вы можете влиться в такую очень дружную, большую семью Чувашского государственного университета в статусе студента нашего отделения СПО. Вот вы сказали, с 14 лет, а как такое возможно? После 9 класса примерно 14, 15 лет ребятам, потому что кто-то идет в школу пораньше, и, соответственно, я нисколько не оговорился. Такие права, они записаны и в законодательстве Российской Федерации, и на практике такое действительно бывает. Андрей Юрьевич, по вашему мнению, студенческая жизнь — это только учеба? Я думаю, что совсем не так. Вот совсем не так. Почему? Потому что аудитория, лаборатория, практики — это здорово и важно, это стержень, ради чего, собственно говоря, приходят к нам ребята стать профи высокого класса, инженерами-разработчиками, докторами, экономистами, педагогами, юристами и так далее, и так далее, и так далее. Но время какое? Ребятам, как правило, 18 лет. Ну вот, СПОшники чуть моложе. И они получают возможность в университете поучаствовать в художественной самодеятельности. Причем, знаете, я сказал самодеятельность, а на самом деле смотрю на своих студентов на сцене и думаю, это же профессионалы. Свидетельством тому победы нашего театра «Абрикосовый сад», студенческого причем. Мы дважды чемпионы Приволжского федерального округа в конкурсе студенческих театров. Мы чемпионы Российской лиги студенческой по женскому баскетболу дважды опять. Вот такие проекты, вот эти кейсы говорят о том, что мы можем решать фронтирные задачи и во внеучебной работе, в молодежной политике. 21 спортивная секция, 24 студии при Дворце культуры, волонтерские центры, студенческое, строительное, трудовое движение, самые разные проекты, которые на десятки миллионов берут счет выигранных конкурсов. Андрей Юрьевич, а что нужно сделать для того, чтобы поступить в Чувашский госуниверситет? Какой первый шаг? Ну, во-первых, нужно знать, что есть 4 способа подать документы в наш университет. Это суперсервис, с этого года работает во всех вузах страны, через госуслуги можно это сделать. Это личный кабинет абитуриента, Почта России и, конечно же, очная подача документов. Вот почему обращаю внимание на личный способ подачи документов. Мы тут же абитуриенту и сочувствующему, болельщику, который с ним, такое часто бывает, предложим поближе познакомиться с Чувашским госуниверситетом, посетить аудитории, лаборатории, наших партнеров посетить, поговорить с теми, кто является выпускниками или студентами. Вот этот формат исключать нельзя, если вы живете не слишком далеко от столицы республики. Мы очень ждем в гостеприимном зале, в спортивном комплексе университета, чтобы коснуться, поговорить, посмотреть друг другу в глаза, ответить на все самые ваши сокровенные вопросы. Андрей Юрьевич, спасибо вам большое за беседу. До новых встреч.